Всем салем, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про юридическое несоответствие фильма «Игра в кальмара» действительности. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. А если будут комментарии на тему, про какой фильм вы бы еще хотели поговорить, или есть правовые вопросы, пишите внизу в комментариях. На самые интересные вопросы обязательно отвечу, а разбор нелепого с точки зрения реальной жизни фильма сделаю. Итак, пусть с опозданием, но и я недавно посмотрел самый обсуждаемый сериал на начало осени 2021 года «Игра в кальмара». Долго сопротивлялся массовой истерии вокруг него, но дабы не отставать от жизни и понимать, почему этот сериал претендует на то, чтобы побить ряд рекордов среди просмотров Netflix, взял и посмотрел сию эпопею. Скажу сразу, что к запойной форме просмотра данный сериал меня не сподвиг. Смотрел долго и терпеливо, 30 дней. Наверняка теперь понимаю, что именно западного зрителя, коим я себя не причисляю, в нем могла подкупить своеобразная манера актерской игры, которая, несмотря на всю свою эмоциональность, тем не менее оставалась достаточно убедительной. В то же время тема так называемых игр на выживание мне кажется на сегодняшний день до безобразия заезженной. В нем намешаны разные темы, в том числе игромании, дружбы, любви и предательства, братских и небратских взаимоотношений. Но что лично меня при просмотре выводило из себя, так это досужая болтовня персонажей с переливанием из пустого в порожнее, длительное фиксирование на эмоциях и реакциях тех же персонажей. Мне постоянно не хватало динамики, и рука периодически дергалась к перемотке. Такая же ситуация была и с напряжением в кадре, которого для меня было явно маловато. Его не хватало даже в тех кадрах, в которых, собственно, и разворачивалась игра не на жизнь, а на смерть. Как юрист, я лично не поверил в возможность такой игры. С одной стороны, конечно, в одном месте собраны мерзавцы всех мастей, отбросы, которые утомили близких и общество, и мир не очень-то горевал бы по их поводу. Но с другой, во время жестоких игр происходили массовые убийства, которые совершали как и их участники, так и надзиратели. Неужели случаи сотен пропавших людей без вести не привлекли бы внимание правоохранительных органов? Вымыслом режиссера, не соответствующим действительности, был оперативный сотрудник, внедрившийся в организованную преступную группу. В реальной жизни это невозможно. Перед тем, как осуществить этот финальный участок оперативно-розыскных мероприятий, ему бы предшествовала кропотливая работа по сбору информации. А в фильме действующий сотрудник полиции, не поставив своих руководителей в известность, на свой страх и риск, едет на остров с пистолетом, убивая на своем пути охранников. Кстати, про охранников. Их там огромное количество. Неужели никто из них не общается со своими родственниками, друзьями? Кто-то из них обязательно проговорился бы за бутылочкой Happy Water. А держать рот на замке мотивов у них особых нет. Что касается смысла фильма, либо я его не понял, либо не стремился вникать. Однако недавно в одном из средств массовой информации прочел, что автор сериала Хван Дон Хек в своем интервью Variety сказал, что постарался создать фильм аллегорию, в кавычках, на современное капиталистическое общество, перенеся актуальную для зрителя тему в интересные локации игры на выживание и так далее.
Возможно и так. Для меня лично это сериал на один раз. Каким бы высоким смыслом не наделял его создатель. Но одно меня по-серьезному зацепило в этом сериале и не дает покоя по сей день. Зачем главный герой в конце фильма покрасил волосы в красный цвет? Просто не очень-то ему идет, и возраст не для таких экспериментов как будто. На этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал и пишите комментарии. С вами был адвокат Таир Дасханов.